Напэўна, сёння будзе шмат чаго гучаць упершыню. Гэта упершыню, так што прыехала тэлебачанне і вы паказваеце, или ўжо было такое? Першы раз. Упершыню бачу, што работнікаў малочна-таварных комплексаў прывозяць абеды ім. У нас такога няма. Да чаго давядзе мяне гэты аграблог, я не ведаю. Стаю каля галоўных кітоў гэтай гаспадаркі. Старажыл, так сказаць, яе 39 гадоў і 47. Гэтыя вясковыя краявіды больш паходзяць цяпер на індустрыяльныя. Хтосьці тут бачыць Дубай, хтосьці Абу-Дабі, хтосьці яшчэ што. Вось, сябры, гэта мы толькі пачынаем. Добрай раніцы, добрый дзень і добрай ночы. Я вітаю кожнага з вас. Перадача «Аграблогер» на ТВ упершыню ў Брэсцкай вобласці. ООО «Ружаны Агра». Пашыраем нашы межы. Вы з намі? Ружаны Агра – адна з лепшых гаспадарак Брэсцкай вобласці. А чаму гэта так? Мы зараз з вами аб гэтым даведаемся. Брэсцкая вобласць, Аграблогер на ТВ. У Ружанах Агра. Поехали! Дорогу аграблогу. Землю свою, веру свою, не предадим мы, если едины, все мы пройдем, переживем и победим мы, если едины. Напэўна, сёння будзе шмат чаго гучаць упершыню. Упершыню мы ў Брэсцкай вобласці і упершыню на камбікормавым заводзе. Свой завод у гаспадарцы. Вы уяўляеце сабе ці не? Мы былі шмат дзе. На цэхах камбікормавых у гаспадарках. Але каб на заводзе, гэта нешта неверагоднае. Сябры, ну што, давайте знаёміцца. Начальник, так сказать, гэтага заводу, громко, можно сказать, заводу. Расскажите, калі ласка, про сябе, што производите, толькі для калгасу ці кудысьці можна яшчэ і ў другую вобласць завесці. Зовут меня Николай Николаевич. Працую в данной господарце с 2012 года. Производим на нашем заводе всю линейку комбикормов для крупнорогатого скота, для свиней. И сегодня мы уже попробовали даже для рыбы. Работаем без перерывов, даже без остановок на ремонте. То есть для калгасу гэта прям файна. Не трэба чакаць там ці выхадны дзень на том заводзе, щоб забраць камбікорм, ці яшчэ што. Як трэба, кароўкі голодныя, раз прыехалі, загрузілі і павезлі, так? Все так. Гэта сэрца завода, аператарская, і людзі, якія тут працуюць, давайте знакоміцца. Светлана Алексеевна. Працую уже 13-й год на этом заводе, с самого основания. А гэта у вас? Игорь Николаевич. Работаю 5 лет. Вы у тандеме? Ну да, операторы обои. Вы тут глядзіце, каб все было акуратненько, каб ніякіх гэтых туды-сюды, каб камбікорм, каб нічого не выйшло со строю, так, да? Конечно. Всё? Конечно. И всё? Все под наглядом. Кормы производятся по программе. Программа забивается в компьютер. Вмешательство оператора происходит только тогда, когда не хватает какого-то ингредиента. Его надо добавить в емкости, которые существуют для приготовления комбикорма. За качество мы гарантируем, проблем никаких. Ну, пойдем еще глянем на предприемство, ці туди на само производство, ці туди нельзя. Обязательно, можно. Сябры, на території Республіки Білорусь усього 4 таких завода. И один у Ружанах ён. Оборудование, которое вы видите, вот с этой стороны, вот эта загрузка полностью идет всех компонентов. Здесь у нас 20 бункеров для загрузки зернового сырья, шротов и дополнительных добавок, которые вводятся в комбикорма. Здесь вы видите на территории хранения, просто у нас маленький склад, поэтому немножко приходится хранить еще в цеху. Все, что добавляется в комбикорм, а комбикормы по составу, по рецептам бывают разные, поэтому в состав некоторые уходит до 25 добавок. 25 наименований. Я помню, еще коли працаваў на КХП, так само писал комбикорм, пока заполнишь всю эту штуку. Шрота, там зерно разное, ячмень, пшеница, добавки, все остатнее. Усё гэта, каб коровкам было смачно, и они давали шмат свойскага, смачнага молока. Гэтыя вясковыя краявіды больш паходзяць цяпер на індустрыяльныя. Хтосьці тут бачыць Дубай, хтосьці Абу-Дабі, хтосьці яшчэ што. А я бачу, што ў калгаса ёсць развіццё, новая тэхніка, новы завод, новая сушылка, таму гэта ўсё добра. А яшчэ А еще в нашем хозяйстве есть цех по переработке маслосемян рапса.
Цех открыт в 2014 году. Мы его запускали, работая на старом оборудовании, покупали уже бывшее в употреблении. А в прошлом году мы полностью обновили свое оборудование. Поставили новый экструдер, новый пресс и линию по очистке масла. Мощность нашего производства 1000 килограмм в час. Масло рапсовое, которое получается, у нас вводится в комбикорма, и излишки мы его продаем на сторону. А жмых, который получается, тоже вводится в комбикорма. Ось, сябры, гэта мы толькі пачынаем. Толькі пачынаем, а ўжо завод, сваё рапсавае масло, ўсё ёсць. Леонидовец! Ну, Кончилась бедная жизнь! что ты там, биткоины ворвал, чи что? Чи кредит взял? Мусить кредит. Не, я поросят взял! Я ж тебе казав, хай не здохнуть. Будешь годовать в себе их у хаті, як хочешь. Леонид, я уже все придумал. Поставим их на двухразовое питание. Ну, и под вечорки будем ще давать. Я корыто якое зляпаю, а себе комбикорм. Ну, Яшчэ одно пытанне, не могу не попытать. Скажите, плануем взять поросят с Леонидовичем. Який комбикорм вы посоветуете? Для ваших поросят, которые вы планируете купить, СК-11.1, он будет очень вкусный. И будете иметь результат. Поросятки ваши будут расти, как на дрожжах, как кажуть у нас. Дякую вялікі. Леонидович записал? Ад рапса і комбікорма да калбас. Ну, тут смачна, пэўна, нешта пакаштуем, спадзяюся. У гэтай гаспадарцы, напэўна, ёсць усё. Шчыра вам скажу, я аб'ехаў усяго некалькі аб'ектаў, але ўжо вельмі ўражаны. Ну, наше хозяйство достаточно крупное, многоотраслевое. Мы занимаем основную площадь 32% в нашем районе, а также мы занимаем приличный удельный объем в нашей области. Что касается нашего хозяйства, краткая характеристика. Общая площадь у нас составляет 20 тысяч гектаров земли, 18 тысяч гектаров сельхозугодий, пашни 16,5. В основном у нас направление кормовое, потому что у нас очень развито отрасль животноводства. Отрасль животноводства, можно сказать, это наш монетный двор. У нас оно представлено КРС и свиноводство. КРС у нас составляет общее поголовье на сегодняшний день 17,5 тысяч, из них 7100 дойного стада. Также у нас есть свинокомплекс, который составляет на сегодняшний день поголовье 23 тысячи голов. Он представлен 2 цехами, репродуктор и откорм. Помимо основных отраслей, мы развиваем и другие отрасли. Это отрасль картофелеводства, садоводства, а также мы начали наше направление в развитии мясопереработки. Летом прошлого года открыли колбасный цех. Колбасный цех – это, можно сказать, моя цель была достигнуть нашей конечной переработки, ну и нашего всего коллектива. Мы думаем, что у нас получилось. Мы только еще в начале развития пути. Планируем мы дальше двигаться. Сейчас это актуально. Продукты быстрой заморозки. Это котлеты, биточки. То, что сейчас у нас как бы имеет актуальность. Приглашаем вас в наш цех, посмотреть, как идет производство и, конечно же, попробовать провести дегустацию нашей продукции. Паперли. Пока ўсе там пераадзяваюцца, мне ўжо надзелі, я прыйшоў і адразу бачыў тое, што было ў мяне ў дзяцінстве. Мы, праўда, пальцамі пхалі гэту калбасу, а тут машына дзесьці прэсам выталкивае фарш. Николаевна и Александрович тут займаюцца. Вы толькі дваіх гатуеце ўсе гэтай калбасы, так? Так. Колькі штук за дзень прыкладна вось атрымліваецца зрабіць? Ой, штук много, килограммы, давайте я вам скажу. Давайте по килям. Могу и штуки. Давайте по килям. Килограмм, килограмм 120. Делаем только сыровяленой мы делаем. И еще делаем полукопченку. Ну, тоже, может, килограмм 100. 150. 150. И все вяжем вручную. А гэта вот далей куды яна адпраўляецца? Далее... Термокамеру. Тэрмакамеру, да? Да, будет вариться, коптиться. Бягом у тэрмакамеру. І вось я ўжо ў тэрмакамеры, запах тут вельмі такі магутны. В термокамере мы производим термическую обработку мясопродуктов, колбасных изделий. Для каждого вида изделий своя программа. В данный момент у нас в термокамере копчености из свинины. То есть гэта упершыню, так што прыехала тэлебачанне і вы паказваеце, или ўжо было такое? Первый раз. Ўсё упершыню ў гэтым калгасе, Брэшчына, калгас, завод і калбасы. Давайте глядзець. Давайте глядеть.
Леонідович, я от зараз що продаведуюся тут. І про комбікорм, і про колбаси, як робити. І договорюся навіть, каб пропарили тут, аж парили, що зробили. Тому обов'язково, я тобі кажу, обов'язково поросят треба завести. Уже ще люди кажуть, що нам потрібні поросята. І будемо робити ось таке. Леонид, почему ты такой категоричный? Потому что все детство в этом хляве прошло. Белого свету не бачил. Все люди як люди, а ты ухлел. Тут є чвілля, тут є корови. А сечку ты резал? Едешь в яму сенажную, берешь у мяхе. Ничего я не резал, я брал готово все. Ну вот ты пристал, раненько устаешь, идешь у хлев, наливаешь, толчаешь свиням, варить котел. Ой-ой-ой, боже. Такого фону ще не було. Гляньте, я навіть буду їсти ось так, от, потихоньку, тому що це так смачно, вам не передати. Розкажіть, це вже готове все чи ні? Это готовая продукция, варено-копченая, вкусная с лучком. Она из свинины и с кусочками лука. Очень ароматная и вкусная. Жопом- Сейчас попробуйте. Вже помчить на магазин. Да. А зараз ще й покаштуємо. Ох, я вже бачу, пойдем. До чого доведе мене гэта граблох, я не ведаю. Ви паглядзіце, як па-свойскі, як раней, як і цяпер, напэўна, сустракаюць мяне ў калгасе Ружана Агра на калбасным цаху. Зараз трэба ўсё гэта паспрабаваць. Паспрабуем? Паспрабуем. Давайте меньше размовлять, а будем пробовать. Давайте, паперли. Операторы, давай до нас. 46 розных намінаваній калбас, тут розных рулетаў, говядзіны, паляндвідзы. І ўсё гэта вось в одном месцы. Я паспрабаваў 10-10, планую яшчэ 10, але смачна неверагодна. Прыемнага апетыту ўсім! Наеўся, падкрепіўся, правда, ледь трываю, смачна было і шмат усяго, але мы толькі пачынаем, толькі ўходзім ва вкус, так сказаць, і прыехалі на нас галоўных, так сказаць, производств гаспадаркі, гэта малочна-таварны комплекс. І іх у Ружаны Агра аж 7. Мне вельмі падабаецца бываць на комплексах. Тут заўсёды акуратненько, чистенько, люди приветливые. И вот каля мяне заведующая комплекса. Подумная Татьяна Юрьевна. Вот, на комплексе я здесь уже 4 года заведующей. Поголовье на сегодняшний день у нас 1965, если так точно сказать, на сегодняшний день. 1000 голов у нас дойного стада, коровы фуражные, ну а остальное молодняк. Мы зайшлі ў новы профілактор, його було видно здалёк. Расскажите, кай ласка, что за ён, сколько стоит тут теляток, ці файна им тут? Ну, конечно, стоит новый профилактор из прошлого года. Запустили его перед Новым годом. Он рассчитан на 250 голов. Вон пустые еще домики есть, что заполняются. Эти вешаются, переводятся кто в баулы, кто на 4-е здание телочки. Это самое. Ну, так потом вычищается. Все опять моется. И опять составляется. Короче, файно им тут. Да. Рабочим тоже хорошо и телятам. А такі профілакторы на кожном комплексе з сям'ї ваших ці не? Нет, у нас это пока в единственном таком экземпляре. Вот директор планирует еще такой строить на другом комплексе. На других комплексах тоже есть, но немножко другие. Более усовершенствованные и лучше. То значит, вы тут и растёлы у вас файные, плюс и все остальное, да? Ну да. Передовики. Леонид, а может вместо поросят возьмем корову? Ты меня уже за этими поросятами уже на коров перешел. Спокою тебе нема, хлопец. Ну ты только пристал. Раженка, сливки, творог. Грыжа, мозоль и здоровья нема. Будем продавать. 2 рубля за литр. Ты в хлеве. Ну, І знову упершыню бачу, што работнікаў малочна-таварных комплексаў прывозяць обеды ім. У нас такого няма, і нідзе не бачу других калгасаў. А тут дзяўчаты смачна ядуть. Давайте падыдзем, можа яны не будут там трохи нас супраць, давайте падыдзем. Здравствуйте, расскажите, кем працуете, як вас зовут? Оператор машиновдоения Анастасия. Дойка закончилась? Нет еще. И где? Продолжается, да. Ну то еще порядку, у вас все под контролем. Да, все хорошо. Можно обедать? Да. Ты смачно кормите у Ружанах? Вкусно. Точно? Да. Вкусно? Очень даже. А першее уже ели? Да. А что было на першее? Ну, сегодня суп с макаронами. Но это не каждый день, все меняется постоянно. Блюда разные. А як у том знаменитом фильме, а компот? И компот, и кофе, и напитки всякие, чай, все. Ну што, з дзяўчатамі пазнаёмімся, дойка ідзе, ўсё ў парадку, а на маладых спецыялістаў не папаў. Кажуць, што яны асемяняюць кароў, там ветврач, все яны на месцы. Нельзя туды.
Вот сказали мне, и все. Тому что, тому поедем. На мехдвор, мое место, механизаторы, у поля поедем, скорей бы. Это все добро, але все-таки я человек техничный, мне хочется туды. Мы не поехали на головный мехдвор, где там все туды-сюды, аккуратненько, то да сё. Мы приехали на мехдвор, який проходит, наверное, свою модернизацию, да? Який был колись маленьким, а теперь становится огромным, большим. И на яким отбываются так само головные процессы еще господарки. Давайте познакомимся. Инженер-механик Будько Александр Петрович. Работаю здесь 39 лет. С 86 года по сегодняшний день. Именно здесь, в Колозубах. Я сам местный. Здесь родился, здесь живу, здесь работаю. Мне ось завчора хотілося попитати. Що ось головне, якое головне, не знаю, відрознення, відчування, як було раніше і як тепер, вот для вас? Ну, во-первых, техника. Намного техника стала лучше по сравнению с тем, что было в 80-е годы. Единственное, что стало хуже, что не хватает механизаторов. А як ви вважаєте, з чим це зв'язано? Що люди хочуть поїхати в город, не застаються на вёске? Да. Люди уезжают больше в города. Ну, садик закрылся, школа закрылась. Естественно, отток населения больше в городские. Як это изменить? Наверное, это уже не от нас, это от вас. Вы должны сделать какие-то больше усилия, больше рекламу, чтобы к нам приезжали в деревню, в наше хозяйство, потому что у нас одно из не из худших, а из лучших хозяйств. Я вам скажу, після цієї передачі, як побачать її люди, у вас буде повний приток людей, які будуть питатися і узнавати, як сюди Мы устроїться. только рады. Видите, у нас даже есть техника, которая на сегодняшний день нужны механизаторы. Так что мы только будем за. Добрий день. Розкажіть, яким працюєте, чим займаєтеся у колгасі? Як зовуть? Андрей. Ну, работаю главным инженером. Уже почти год должности. До этого 7 лет работал заведующим мастерским имени Рубановича. Тобто директор бачив, що є ось така жилка, і одразу головним інженером у скільки років? 30. 30 годов практически, как и мне, а уже головный инженер. Коллектив большой. Как все удержать, вот сказать, в одном кулаке вот вам? Ну, держимся, как бы, ну, стараемся. Ну, ищем подход с людьми, работаем. Юрий Васильевич, добрый день. Добрый день. Что у вас наробилось? Наробилось вот, обломало, короче, палец, который включает скорости в коробке передач. Вот мы заменили, поставили. Ну, казав, что ось за мастерскими, что ось пару час, годин и еще, и поедете. Да, все уже собираю. А что робите? Чищу навоз. На ферме, да? На ферме, на комплексе. 15 годов уже працую на одном месте. Уже другий трактор. Это один списал, уже другий. Зб'єдали один. Чому зб'єдали? Уже по сроку уже он списався. Збираєтеся куди б їхати, ні? Не, я тут живу, у меня уже тут и дети выросли мои, и внуки у меня уже есть. Стою каля галоўных кітоў гэтай гаспадаркі. Старажыл, так сказать, яе 39 гадоў і... 47. 47 лет токару ружаных аграр. И сколько ж вы выточили всего? И сны не снятся, там что-то точится? Нет? Не, была 15. Василий Михайлович, вы вот прожили столько годов, столько директоров поменяли. Что головное пожадаете працаўнікам села, якія працуюць у сельскай гаспадарцы? Ну, здоровья, счастья. И получки хорошие. Ну, насчет подушки. Это понятно. Это и так понятно. Все так, сябры, всім крапка здоров'я, хто працює на гэтай нелёгкай работе, сельскай гаспадаркі. Гэта тое, з чым багата наша краіна, так, землямі, хлебам, цудоўным малаком, вось такімі, як сказать, ресурсамі. Таму я стаю вось каля людзей, якія аддалі жыццё, можна сказаць, гэтай справе. І вельмі удзячны і вельмі горды, што расказваю пра гэта вам. Ружаны агра. Пора перекусить.
колькі ў гэтай перадачы было «А яшчэ». І вось яно ізноў. А яшчэ у гэтым калгасе пякуць свой хлеб. І зараз мы познаёмся з чалавекам, які гэта робіць. Зовут меня Света. Сейчас на данный момент раскатываю булочку крендель. Хлеб у нас, хвалят, говорят, что вкусный хлеб. Судить людям. Пячэце прямо на весь калгас? Да, пеку на поля, на обеды. И на продажу идет у нас хлеб, булочка, батоны. У дзяцінстве заўсёды хацелася паспрабаваць, цеста. Не сам хлеб, а цеста. Можа, кусочек які-нибудь вы мне дарвеце пакаштаваць? Пожалуйста. Як-нибудь здымаем пробу яшчэ не гатовага, толькі вось, так сказаць, зробленага. Мы яго ў дзяцінстве ели моментом. Стараюсь, влаживаю душу. 28 лет связано вот с этим всем, с хлебом, с булочками. А пячэце дзесьці дома, ці яго к чорту? Иногда торта пеку, булочки, пироги. Продолжаем радоваться чему-то простому, не всегда понимая, что это простое и есть самое ценное. У гаспадарцы 18 тысяч гектараў пляцу. Вы уяўляеце сабе, сколькі гэта? І зараз мы прыехалі ў поле, каб даведацца, як хлопцы спраўляюцца. Ці спяць яны ноччу, ці ўсё паспяваюць. Зовут Валентин. Работаю на бирту, опрыскиватель. Сегодня уже 60 гектаров сделали. Конечно же, надо работать, чтобы успевать. Стараемся, работаем. Горячая пора. Горячая пора, да. Надо? Работа любит нас, как говорится. Ці паспявае воду подвозить, хлопец? Успеваю. Успеваешь? Да. Сколько раз? На сколько бочка тонн? На 12. На 12. 4200 получается у Маниту. 4. 4. 12, то есть 3 рейса и пошел. Да. Хлопцы, як получка у Ружанах? Достойная зарплата у нас. Достойная? Да. Ты часто кімаєш? А где это чув? В агроблоге. Агроблог, так, сябры, як пячэш, так і маеш. Везде ёсць получка, везде можна зарабляць. Галоўнае, як ты да гэта адносіишься. Можна ляжаць на дыване і казаць, што ў цябе получка благая. Можна гаварыць, што ўсе благія. А калі як працуеш, так і маеш. Сябры ехали с поля и не могли не заехать в место, куды нас, до речі, не пускают. И это, нормально. Свиноводческий комплекс. Тут все организовано. Запрещен выезд. Ветслужбы працують як треба. Вось, там мы тут крыху сбоку покажем вам вось такі вид. Это ўсё тое, что мы вось только что спрабавалі. Кілбасы, рулеты. Ўсё гэта вырашваецца вось тут. Больш за 20 тысяч голов свиней. Это яшчэ один такі рычаг у калгасе, дзе адкуль зарабляюцца грошы і чаму процветае Ружаны Агро. У меня вывод один. Какой? Анны сдохнуть. Все. Первый и последний раз я слухаю про их. Сегодня выходные. С этими поросятами. Стой, выходные сегодня. У нормальных людей сегодня выходные. У тебя что? Ничего у меня что. А ты рабочий? Не, так, приехал полежать на поле. Скотина ты ляжешь, поехали поросят кормить. Ну што, сябры, мы зноў у Ружанах, і я сустрэў знаёмага мне чалавека. Мы бачыліся зімой на картофелехранилішчы, так? Да, так. Туди тепер зараз не треба їхати, все до толку, все в порядку, до прийомки нового урожая готовы. Алексеевна, вот вы мне скажете точно, вы человек ровный, настоящий, сапраўдный. Скажите, як столовая у Ружанах? Прекрасно. Кто зайдет, попробует, будет приезжать еще. Вось мы цяпер якраз туды. Пожадайте приемного аппетиту. Приемного аппетиту. 12 дня. Нечто подсасывая, уже есть и хочется. Позвоню малому, может в городе, хоть привези, что перекусить. Алло! Да, Леонидович! Привези, что перекусить. Бо помру. До обеду не выдержу, ей-богу. Чаку заработай. О, Леонидович, я в городе. Одного вчора обедав. Дівчина сама готує, доставляє, можна заказати. Бюджетно, зараз привезу, ти просто одуреєш. Давай скорей. Мені все готово, бо стол влаживаю. Будем есть. Ой, сябры, смачно поел, вельмі смачно поел. Теперь бы где прилегче. И ёсць где. Вось, каля самой столовой ёсць гостиница для работников калгаса. Там живут люди, давайте глянем. И может, где и приляжем заодно. Оксана, привитание, меня зовут Денис. Расскажите, ці правды гэта сапраўды гостиница для работников вашего калгаса, Ружаны Агро?
Гэта гостиница, Лена, не только для наших работников, а так само можете и вы нумар себе снять. Я ж казав, можна десь прилегче. Зараз пойдемо і приляжемо. 100 раз. Алексей, я тебе казав, здимайся в блогах. О! Ой. Скажите, а вот куда сюда люди семьями приезжают? У вас тут есть достопримечательность местная, да? Замок Сапек. Видно його адусюль, як едеш. Адусюль видно. І люди їдуть його поглядіти. Едут его поглядеть. Ружаны Агра – гэта месца, куды хочацца вярнуцца. Хорошыя людзі, упэўненая гаспадарка. І паглядзіце, што за мной – старажытны замак Сапега. Сюды прыязджаюць са ўсёй краіны. І мы таксама завіталі. Аграблогер на ТВ. Убачымся праз месяц. До новых сустрэч, до новай гаспадаркі!